Доброе утро, уважаемые зрители и слушатели YouTube-канала «Аспекты Республики». Анна Яня за микрофоном, Никита Полянин отвечает за техническую часть эфира, и мы с вами врываемся в теплый солнечный вторник. Смотрите, что у нас сегодня будет в ходе часового нашего с вами общения. Мы обязательно почитаем прессу. Я приготовила очень много новых, интересных, свежих новостей. Должно быть актуально. Потом мы с вами послушаем фрагмент программы Азамата Саитова с этнополитологом Рустемом Вахитовым. А во второй части передачи, во втором получасе у нас будет гость Олеся Пышкина, руководитель спасательного отряда Башрегион Спас, и мы поговорим с ней о спасении людей, которые теряются, пропадают, как это вообще происходит. Ну, как-то так, поехали! Итак, давайте начнем с актуального. Башинформ. В Уфе до 1 октября перекрыт участок проспекта Салавата Юлаева. Вот так вот. Там вводятся ограничения движения автотранспорта одной полосы, крайняя правая, на участке от первого примыкания до второго примыкания по проспекту Салавата Юлаева по направлению движения в сторону 50 лет СССР. Об этом сообщили Башинформу в пресс-службе мэрии. Почему я подняла эту тему? Потому что я вчера видела очень много в соцсетях недовольных возмущений, почему в 6 вечера все перекрыто. Вот, уважаемые друзья, коллеги, все перекрыто не просто так, а до 1 октября, поэтому ищите какие-то пути объезда и прочее. Так, с этим мы разобрались. Теперь хотела бы обратить ваше внимание на «Коммерсант» с заголовком «Декатлон приостанавливает работу магазина на улице Рубежной в Уфе». Смотрите, что пишет «Коммерсант». Французская компания «Декатлон», специализирующаяся на разработке, производстве и торговле спортивными товарами, временно приостанавливает работу магазина на улице Рубежной. Об этом, собственно, «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе «Декатлон» в России. Магазин, расположенный рядом с «Мегой», закрывается с 16 мая. Причиной в компании называют, цитата, «внешние условия, не позволяющие обеспечивать поставки товаров». Второй же магазин на улице Энтузиастов пока работает в штатном режиме. О приостановке его работы компания сообщит дополнительно, уточнили в пресс-службе. Вот смотрите, эта новость на «Коммерсанте» вышла в 11:53 вчера. Открываем Башинформ. В Башинформе в 16:01 выходит новость с заголовком «В Декатлон опровергли информацию о закрытии магазинов в Уфе в ближайшее время». Читаем материал. В СМИ появилась информация о закрытии уфимских магазинов спортивных товаров «Декатлон». В контактном центре компании Башинформу сообщили, что речь идет о предстоящей приостановке деятельности, однако пока уфимские магазины сети, расположенные на улицах Энтузиастов и Рубежной, работают в обычном режиме. У меня вопрос к журналистам Башинформа, которые оказались недовольны публикацией «Коммерсанта». А что не так сказал «Коммерсант»? «Коммерсант» так и сказал, что приостанавливает работу «Декатлон», что он не закрывается. Зачем вы выдаете опровержение, если вы пишете ровно то же самое, что и «Коммерсант»? Мне кажется, это максимально странно и непрофессионально. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Пишите свои комментарии в чат трансляции в YouTube, я буду их обязательно читать. Давайте вместе обсуждать эти новости, потому что одному говорить самому собой это очень тяжело, и неинтересно. А теперь давайте перейдем к следующей новости. МКСЭД. В школах Башкирии начали проводить церемонию поднятия флага. Обращаю внимание, что в 4 школах Башкирии пока начали проводить церемонию поднятия флага и России, и Башкирии. А об этом МКСЭД ссылается на Башинформ. Стало известно об этом буквально на днях, и в частности на церемонии в Уфимской школе присутствовал министр образования республики Айбулат Хажин. То есть у нас флаг поднимали в присутствии министра образования. И хочу отметить, что после завершения майских праздников проводить данную церемонию в школах намерены, внимание, еженедельно. То есть теперь каждую неделю после майских праздников ваши дети будут приходить в школу, и у них день будет начинаться с поднятия флага. Откуда вообще это появилось? 13 апреля правительство России постановило обеспечить все школы флагами. И тогда же глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе заявил, что данное мероприятие необходимо для приучения школьников
к уважению государственной символики. Я бы хотела обсудить с вами, уважаемые зрители, и вообще узнать ваше мнение, как может приучить школьников к уважению государственной символики. Мне просто всегда казалось, что уважение к государственной символике прививается тем, какое государство само по себе, как оно заботится о своих гражданах, но не поднятие флага. Напишите нам, пожалуйста, потому что очень интересно про цифры. Уфимская компания обустроит 23 башкирских двора за 5 лет. Фирма является постоянной территорией. Оба контракта на 559 миллионов рублей достались Уфимскому ООО «Ревстройпроект». Были и другие участники торгов, которые снижали цену где-то порядка на 2000 рублей, но опыт и квалификация Ревстройпроекта оценили выше, им отдали этот контракт. Работы будут финансироваться за счет республиканского и местных бюджетов, а также средств жителей многоквартирных домов. Благоустройство планируют завершить к концу октября 2022 года. И на самом деле очень интересно, есть ли среди наших слушателей те, у кого уже благоустроили эти уфимские дворики, и можете ли вы что-то сказать, довольны вы тем, как это обустроили или нет? И вообще, как сказать, сталкивались ли вы с этой фирмой, потому что, как пишет «Правда ПФО», Ревстройпроект был зарегистрирован в Уфе в апреле 2014 года, и компания занималась строительством жилых и нежилых зданий. Учредителем и руководителем предприятия является Гузель Даутова. Выручка компании год от года растет, у компании все хорошо. Также говорится, что эта компания получила контракт на благоустройство общественных пространств в Нефтекамске, Салавате и Октябрьском. А в 2021 году компания вообще была признана победителем в конкурсе на благоустройство по программе «Башкирские дворики» в 7 городах республики. Слушайте, это какая-то очень известная компания, про которую только, видимо, я не знаю, поэтому напишите, если вы что-то о них знаете. Правда, очень интересно. Теперь давайте перейдем к насущному, к тому, что на носу скоро 1 мая. Смотрите, Уфа-1 пишет: в Башкирии горят 37 гектаров леса. С 1 мая в республике вводится особый режим. В прошлом году эти пожары полыхали в нескольких районах республики, а сейчас у нас, к сожалению, выявили уже 7 лесных пожаров в Баймакском, Абзелиловском и Бурзянском районах. Возгорание ликвидируется в течение суток, но вот только буквально вчера МЧС Башкирии зарегистрировал 8-й случай тоже в Баймакском районе, и площадь 5,6 гектаров в Иткуловском лесничестве. В связи с этим Ради Хабиров с 1 мая вводит противопожарный режим. Об этом он сообщил, собственно, вчера на совещании в правительстве. И вот этот противопожарный режим был как раз-таки введен с тем, что у нас учащаются год от года случаи пожаров. Что сказал Ради Хабиров? Подготовьте документы об объявлении противопожарного режима с 1 мая. 30 апреля люди поедут на кладбище, будут мусор убирать. Есть сложившиеся традиции, поэтому сделаем так. Я так понимаю, что имеется в виду, что когда люди на кладбищах убираются в родительские субботы, что они потом мусор за собой жгут. Ну, не знаю, мне кажется, что по большей части вот эти вот пожары в лесах и в лесничествах — это все-таки неосторожность самих людей, отдыхающих, потому что мы как-то не приучены и не умеем беречь природу, потому что как-то действительно не научили, об этом, может быть, мало разговаривали. Также я хотела бы отметить, что 29 апреля в Белорецком районе запланирована тренировка по тушению природных пожаров с использованием вертолета. То есть я помню, кстати, Никит, в прошлом году, когда были огромные лесные пожары, помнишь, выходили все люди и просто объединялись, создавались добровольческие отряды, и они вручную останавливали пожары, они выкапывали просеки, все такое. А вот в этом году решили, видимо, подумать вперед и потренироваться с помощью вертолетов. Не знаю, насколько это поможет. Мне кажется, все-таки, что самое важное — это то, чтобы люди не играли с огнем. Да, как Никита подсказывает, чтобы они перестали кидать бычки из окна. Действительно, мне кажется, что на самом деле это все в наших руках. Мы можем сделать так, чтобы наши леса не горели, чтобы на улицах было чисто, и тогда не придется выходить на субботники и убирать вот это все, что вылезает по весне. Все в наших руках. Да, и перейдем к следующим фантастическим новостям. Смотрите,
Коммерсант пишет: башкирский активист Руслан Габасов получил политическое убежище в Литве. Коммерсант напоминает, что башкирский активист, бывший участник организации «Башкорт», признана экстремисткой и запрещена, Руслан Габасов, получил, значит, политическое убежище в Литве. Откуда они это узнали? Об этом сам господин Габасов сообщил в соцсетях. В декабре прошлого года стало известно, что активист покинул Россию и запросил в Вильнюсе убежище. Об этом он сам написал в своих соцсетях уже тогда. Почему он уехал? Он уехал из страны из-за риска уголовного преследования по экстремистским статьям. Если возвращаться к ситуации сейчас, как пишет активист у себя в соцсетях, власти Литвы приняли решение о предоставлении политического убежища в течение 4,5 месяцев. Цитата: «Хотя обычно такой процесс занимает от полугода до года. Теперь я являюсь легальным резидентом Литвы и Евросоюза», добавил господин Габасов. Небольшая ремарка от коммерсанта для тех, кто не в курсе, кто такой Руслан Габасов. Руслан Габасов стал одним из самых заметных в публичном пространстве башкирских националистов в 15-16 годах. Он был среди организаторов митингов за обязательное изучение башкирского языка в школах, информационные кампании против разработки горы Куштау, выступал за введение квот для чиновников башкирской национальности и так далее. Я так понимаю, что когда господин Габасов пишет, что ему дали убежище, рассмотрели его вопрос за 4,5 месяца, он этим гордится, что его вопрос так быстро рассмотрели. Это, видимо, он считает, что говорит о какой-то поддержке. Политический он не выпадет из информационной повестки, он и дальше хочет продолжать в этом активно участвовать, но уже из Башкирии. Хотя у меня сложилось такое ощущение, вот лично мое мнение, за вот этот 61 странный день, да, что очень тяжело быть в повестке, когда ты уехал. Ты не находишься здесь, ты не видишь того, что происходит здесь, ты не общаешься с людьми вот вживую, которые здесь, ты не чувствуешь эти настроения, не считываешь эти культурные коды. Да, тебе издалека проще работать, проще говорить, выражать свое мнение, но для того, чтобы понимать, что происходит здесь наиболее тонко, мне все-таки кажется, нужно быть здесь, внутри. Так, наши слушатели нам желают хорошего эфира. Спасибо большое. Присоединяйтесь к обсуждению, потому что, правда, очень интересно ваше мнение. Может быть, я заблуждаюсь, может быть, я что-то не так понимаю, да? Смотрите, еще хотела бы вернуться к МКСЭТу с очень ужасной, на самом деле, удручающие новости. Жители села в Башкирии вынуждены пить воду прямо из реки. Смотрите. В Башкирии есть такая деревня Акташ, и уже несколько лет у местных жителей этой деревни отсутствует водоснабжение, из-за чего они вынуждены круглый год пить воду прямо из грязного водоема. Об этом они сообщили в социальных сетях. Они жалуются, жители этой деревни, что проблема с водой не решается уже долгие годы. Они писали обращения в различные районные и республиканские инстанции, однако они игнорируются. Летом возле водоема очень много туристов и отдыхающих. Осенью вода грязная от проливных дождей, а зимой жители деревни долбят лед топором. При всем при этом у жителей деревни есть скважина во дворах с водой, но она непригодна для питья и по состоянию хуже речной. Местные жители отмечают, что вся надежда была на главу Гуфурийского района Чингизова, но проблему с водоснабжением он так и не решил. Люди также не знают, к кому обращаться. Глава Башкирии хоть и едет за Уралье, но в центре республики не появляется. Может быть, мы с вами сможем обратить внимание наших чиновников на эту проблему жителей деревни Акташ, потому что действительно скоро лето, поедут туристы, им будет тяжело. Мне кажется, что это настолько базовая потребность человека в воде, что как ее можно не реализовать? Давайте как-то вместе обращать внимание и что-то с этим делать. И если говорить дальше про нашу прекрасную республику, у УФА-1 вышло 2 очень интересных материала, которые касаются майских праздников. Первый материал называется «От ночевки в Кавзике до экопоселения. Куда отправиться на майских праздниках в Башкирии». УФА-1 собрали самые необычные места для отдыха, потому что майские праздники, они длинные. Несмотря на 3 рабочих дня, все равно люди стараются брать какие-то выходные, чтобы уехать, перезагрузиться, побыть на природе и прочее. В общем, смотрите, что нам предлагает УФА-1.
Они предлагают, например, глэмпинги. Я вот только сегодня узнала из их материала, что глэмпинг — это, оказывается, гламурный кемпинг. Представляете? Очень интересно. Потом они предлагают отправиться пожить в автобусе в лесу. Это очень интересный проект. Ребята покупают старые автобусы, там меняют начинку, устанавливают там печки, спальные места, кухню. И вот ты можешь, вот стоит этот автобус в лесу, ты можешь там гулять по лесу, приходить спать в свой автобус и дальше идти гулять. И вот эти вот туристические приюты расположены в деревнях Сарва, Бриштамак, Минди. То есть прекрасные места, наша республика действительно может ими гордиться. Очень интересно. Потом Уфа-1 предлагает отправиться в горный приют Айгир. Здесь также написана подробная инструкция, кто как хочет поехать, даже причем с указанием цен. Если, допустим, аренда комнаты начинается от 2600 рублей, то дом начинается от 14 тысяч. То есть, на любой вкус и кошелек. Хотя, ты знаешь, Никит, мне кажется, что для Башкирии это все-таки недешево. 2600 рублей за комнату. У нас не такие большие зарплаты, но, может быть, это рассчитано, конечно, на внутренний туризм и на условно понаехавших из Москвы и Петербурга. С такими ценами в Казани. Смотрите, дальше, что вот мне очень понравилось, интересное место, называется Асгардовка. Представляете? Да, Асгардовка. Вот Асгард, вот как пишет Уфа-1, да? Тор и Локи были бы в легком шоке, если бы узнали, что в Башкирии есть настоящая деревня викингов. Представляете, туристическое поселение находится в Архангельском районе Башкирии, и оно создано для продвижения этнотуризма. То есть авторы пытаются вас перенести в другую эпоху, познакомить с бытом, получается, древних викингов там. Причем, чем зацепил этот проект авторов Уфа-1, тем, что там внимание даже к деталям. Вот как пишет Уфа-1, вместо подушек гостям предлагаются шкуры. Обычная посуда заменена на глиняную. Даже очаг, главное место в доме, сделан по технологии викингов. Это находится в Архангельском районе, деревня Чик-Елга. Слушайте, мне кажется, вот это интересно, если поехать с детьми постарше, поэтому... Мне кажется, что это очень хороший вариант, обратите на него внимание. Дальше, что у нас с вами есть? У нас есть некая хижина шамана на берегу реки Зелим, да, там просто стоят домики, можно снять в аренду и спокойно отдохнуть. И вот лично для себя я отметила, если поехать с детьми, вот как мой, да, 2 года, Мораловое поместье, смотрите, это развлекательно-оздоровительный комплекс на берегу озера в Учелинском районе, и там помимо деревянных домов в русском стиле, есть контактный зоопарк, где проживают северные олени, моралы, медведи, кролики, козы, овцы, ну и так далее. То есть вот поехать показать маленькому ребенку, мне кажется, это будет очень интересно и актуально. Вот это вот про то, куда поехать и где отдохнуть, если за пределами Башкирии, да, материал на Уфа-1. А также у них есть материал, где отдохнуть в Уфе. То есть понятно, что не у всех есть средства даже 2600 потратить, да, за аренду комнаты и уехать, поэтому Уфа-1 собрали в одном материале все места, куда можно сходить в Уфе на майские праздники. Давайте разбираться. Для начала Уфа-1 предлагает сразиться в интеллектуальной битве. Они напоминают, что у нас есть такая игра, называется квиз, интеллектуальный баттл. Это как бы не что, где, когда, да, где все сидят в костюмах, такие деловые, суперсерьезные, а это дружеская посиделка за столом, где вот ты отвечаешь на вопросы, угадываешь. Например, там по Гарри Поттеру у тебя вот этот квиз или по музыке. Там собираются команды, и, в общем, ты прокачиваешь свой мозг. Очень интересно. Потом Уфа-1 предлагает, если вы не хотите прокачивать свой мозг, можно сходить посмеяться. Оказывается, в Уфе есть местный стендап-клуб, который проводит регулярные мероприятия. Все вот это вот место проведения, расписание можно посмотреть у них в соцсетях, они так и называются, стендап-клуб. Потом, если вам хочется что-то поделать руками, Уфа-1 предлагает вам сходить в какую-нибудь мастерскую с мастер-классом. Вот они приводит в пример Кулибин, да, там можно лепить тарелки, чашки, элементы декора, есть живая глина, где можно тоже что-то лепить. Потом предлагают открытую кухню. Это такой формат, когда вы приходите, у вас там несколько человек, и вы вместе готовите блюдо. То есть вы общаетесь, смеетесь, узнаете, как что-то новое приготовить. Ну, а потом, конечно, в конце это все едите.
Вот. Если вам всего это не хочется, хочется просто узнавать Уфу с точки зрения экскурсионных маршрутов, тогда Уфа-1 предлагает вам проехаться на экскурсионном автобусе, который, как они напоминают, курсирует вторник, четверг, суббота в час и в 7 вечера по маршруту Ленина, Кирова, Карима, Коммунистическая, Валиди, площадь Салавата Юлаева, Тукаева, Гостиный двор. Слушайте, я очень часто вижу этот автобус, потому что мы живем в центре, и там действительно полно народу, но сами мы там никогда не ездили, и поэтому я даже не знаю, я не могу сказать, насколько это интересные маршруты. Если вот вдруг вы ездили на этом автобусе, расскажите, пожалуйста, понравилось вам или нет, потому что примерно таким маршрутом мы всегда просто ходим гулять ногами. Ну, как бы, может, кому-то там интересно проехаться на автобусе. И последний вариант досуга в Уфе, который предлагает Уфа-1, это посмотреть на Уфу с высоты птичьего полета. У нас, оказывается, есть авиационный клуб «Полет», который предлагает воздушное пространство увидеть над поселениями Нагаева, Акбердина, Хлебинина, Шамонина, как раз-таки на воздушном шаре. Цена, я вам скажу, не дешевая от слова совсем. Так, например, полет в группе до 6 человек составляет 8 тысяч рублей, и запись необходима за неделю. А индивидуальный полет стоит 25 тысяч рублей. Мне кажется, 25 тысяч рублей в Уфе – это такая, ну, средне-низкая зарплата на самом деле. То есть, если у кого-то есть возможность и желание, то вот можно как раз-таки посмотреть на Уфу с высоты птичьего полета. Вот, на этом я закончу обзор прессы. Мы с вами поняли, куда поехать, что как делать. Забыла еще самое главное сказать. Также Уфа-1 напоминает, что в этом году будет шествие бессмертного полка. Тут я, пожалуй, просто воздержусь от комментариев. В общем, если кому интересно, оно будет стартовать в 10 утра, но я думаю, что информация об этом все равно появится еще ближе ко Дню Победы. Теперь я хотела бы обратить внимание на наши комментарии на YouTube. Нам пишут, спрашивают, скажите, пожалуйста, вы много видели граждан республики на выборах любого уровня своей гражданской позиции и желанием защитить свой украденный гол? Слушайте, мне кажется, все начинается с малого. Я вот одно время мои близкие не ходили голосовать. И постепенно, понемножку, вот последний раз ходил голосовать даже мой муж. То есть все зависит от нас самих, от того, как мы работаем с нашим окружением. И следующий комментарий у нас как раз-таки про поднятие флага. Невозможно с помощью поднятия флага в школах заставить детей любить Родину. Да, тут я полностью согласна с нашей слушательницей, потому что не словами, а поступками и так далее. Вот. Все, на этом мы с вами заканчиваем обзор прессы. И теперь мы с вами переходим к кусочку программы Азамата Саитова. Я напомню, что у него в гостях был этнополитолог Рустем Вахитов. Никита, включи нам, пожалуйста, кусочек. Сегодняшнее высокотехнологическое общество, та же нефтяная и газовая игла, на которой плотно сидит наша страна уже давно. Вот где и когда мы отошли от предостережения теоретиков марксизма-ленинизма и возможно ли в будущем ревизия вот наших экономических ошибок и нужна ли она теперь? Конечно, нужна, безусловно. Мы сами видим, к чему приводит нефтегазовая игла. Вот. Но по поводу иглы, вы знаете, что подумал? Вот, что такое игла? Да, имеется в виду, что вот получается, что и нас посадили на иглу. Но в какой-то мере, наверное, это так, да? Но с другой стороны, давайте вспомним, вот, допустим, конец 80-х годов, когда Гайдар, который был там до этого, так сказать, в журнале «Коммунистом», деятелем, вдруг заявил, что он был антикоммунистом, да? Что он сторонник капитализма, да? И этот Гайдар же откровенно говорил. Это же идея Гайдара была. Он говорил, а зачем нам свои автозаводы? А зачем нам там свои, допустим, заводы, которые железнодорожные вагоны производят, свои заводы удобрений? У нас есть нефтегаз. То есть в мире есть как бы мировая специализация экономическая, да, вот кто-то продает нефтегаз, кто-то, допустим, производит компьютеры, да, кто-то, как Аргентина, продает мясо. Вот мы продадим нефтегаз, и все это купим на Западе, и автомобили западные, они гораздо лучше, чем наши, да. То есть мы только от этого выиграем. То есть это, я к чему хочу сказать, да. Сегодняшняя ситуация убедилась. Да, совершенно верно. Не так. Совершенно верно, это тупик, да, это тупик. Поэтому... И, кстати говоря, сторонники левых идей уже тогда говорили, что это тупик, но их никто не слушал. Хорошо. Но ведь
Может быть, для нас это была игла, нас обманули, нас подсадили, да. Но ведь для нашей элиты, это была часть партийной элиты, такое болото, которая захотела обменять как бы власть на собственность, как перешагнуть в капитализм, чтобы получить там яхты, там дворцы и все остальное, да. Для себя. Да, для себя, да. И их же вполне все это устроило. Они же взяли на вооружение идеологию Гайдара. Они стали разрушать нашу промышленность и развивать нефтегазовую. Что сделал Черномырдин? Это же уникальнейшее в истории вообще всей мировой экономики явление, о котором мало кто думает, да. В 1989 году он просто Министерство газовой промышленности РСФСР превратил в концерн, в капиталистический концерн. Нас-то они подсадили на иглу, а сами-то они все делали сознательно. Они знали, к чему идут. Их вполне устраивала роль России как страны полупериферии, которая вот такой сырьевой придаток Евросоюза, да, гонит туда нефть и газ, а получает доллары, ширпотреб там и так далее. Мы говорим о лучших ребятах типа Гайдара и Чубайса, но с другой стороны, взять региональную политику, российскую, Шаймиев, Рахимов, они же ведь не бредили, не мечтали о яхтах. Они, корпус красных директоров, они пытались сохранить те формы хозяйства, которые были наиболее эффективны. Они тоже были сторонниками капитализма, но такого национального, промышленного капитализма, да. И в этом смысле, мне кажется, это, конечно, более прогрессивный был путь. И если бы в 1993 году победил Верховный Совет, ведь Верховный Совет это была борьба между красными директорами, да, по большому счету. Если идеологию отбросить, что каждый про них говорил, борьба между красными директорами и между вот этой гайдаровской, чубайской, ельцинской кликой. Гайдар и Чубайс и Ельцин хотели, чтобы Россия стала вот нефтегазовым придатком. А эти хотели развивать нашу промышленность, да, но на капиталистической базе. Вы упомянули Черномырдина. Где-то в году в 96-м, 97-м он приезжал к нам в Уфу, и я интервью у него брал. И как ощущение? И он сказал одну фразу, которая мне надолго запомнилась. Вот нынешняя республика ваша, Башкортостан, в принципе, идеальная модель федерализма, к которой нужно в России стремиться. И он понимал, что надо мимикрироваться и выбирать те формы хозяйствования, которые должны нас спасти. Но почему мы сегодня уже считаем немодным вспоминать Ленина, его предостережения, его учения, его мысли? Я по поводу Черномырдина, можно скажу? У нас просто формирует такой образ косноязычного дурачка, который какие-то смешные фразы говорил. Нет, он был умный человек. Он был умный человек, да. И по поводу федерализма он сказал правильно. То есть я понимаю, что многонародная, многонациональная, очень сложная во всех отношениях страна, огромная страна, по протяжению своему, она не может не быть федерацией, да? Ее нельзя управлять унитарно, конечно. Другое дело, почему у нас, по сути дела, в последние годы происходит вот такое ущемление федерализма? Это меня спрашивают, я хотел у вас узнать ответы. Вот почему, да? Именно потому, что нами правят наследники вот этой гайдаровско-чубайской власти, которые, по сути дела, заинтересованы только в продаже энергоносителей, больше ни в чем. И это их идеология, народу же она не близка, непонятна, они не популярны. Они не популярны. А поскольку они не популярны, они не могут допустить широкой демократической власти. А федерализм это форма демократии, правильно? Итак, я напомню, что мы с вами прослушали фрагмент программы Азамата Саитова с этнополитологом Рустемом Вахитовым. Сейчас мы с вами пытаемся подключиться, присоединить к нашей с вами беседе Пышкину Олесю, руководителя добровольного поисково-спасательного отряда Башрегион Спас, но скайп, технические проблемы, мы вот сейчас будем пытаться ее вывести, Никита очень старается. А пока я вам хотела еще рассказать одну новость. Вчера выкладывал Ратмир Мавлиев в свой телеграм, что была встреча по поводу парка Ленина. Я хотела с вами обсудить этот момент. Парк Ленина, он же парк Матросова, да? И смотрите, там звучали предложения от граждан. Смотри, я не знаю, я не помню историю этого парка до, но там, на мой взгляд, были очень странные предложения. Одна пожилая женщина предлагала сделать там кинотеатр, кафе-мороженое. Кто-то предлагал рядом сделать парковку, выступают за детские площадки, питьевые фонтанчики. То есть для меня это какие-то очень странные, удивительные вещи, потому что, как мне кажется, что парк Ленина, он же парк Матросова, да? Кстати, да, еще предложили его переименовать назад из парка Ленина в парк Матросова. Это тот самый парк, в котором можно было просто погулять, насладиться тенью деревьев и прочее. И я действительно искренне не понимаю людей, которые хотят там сделать детскую площадку, кафе-мороженое, амфитеатр. Что это, как это, зачем? Мне кажется, что
нужно говорить людям, объяснять, что для детских площадок существуют дворы. Машину свою не обязательно оставлять прямо около парка. Можно, в конце концов, пройти 200-300 метров, и я знаю, что у нас есть общественный транспорт, можно в любом случае доехать на автобусе. Вот я вижу, что у нас начинает появляться Олеся. Да, Олеся, здравствуйте. Вы слышите меня? Появляется и пропадает. Да, сейчас Никита все делает. В общем, моя мысль сводится к тому, что когда вы говорите, что вы хотите парк, вы должны разделять парк прогулочной зоны и парк развлечений. И вот такие старинные парки мемориальные, у них, кстати, там другое даже назначение, они должны быть просто парками. Ну вот как мне так кажется. Может быть, слушатели что-то могут нам сказать? Так, Олеся, здравствуйте, вы слышите меня? Да, я вас слышу. Ура, отлично. Мы с вами можем начинать, да? Смотрите, Олеся, как я правильно понимаю, Башрегион Спас образовался относительно недавно, так? Да, все верно, мы образовались 25 марта этого года. Расскажите мне, пожалуйста, как вы образовались, из чего, для чего и какие у вас направления деятельности? Направления деятельности у нас остались те же, что были у нашей команды. Это поиск пропавших людей, это содействие в поиске пропавших и профилактика пропажи людей всех возрастов. Раньше у нас была профилактика пропажи только детей. А вот расскажите, пожалуйста, давайте вот начнем с конца, да, с профилактики пропажи, профилактики у детей. Что вы подразумеваете, что вы вкладываете в профилактику, как это вообще происходит, и можно более подробно про детей? Это происходит на разных мероприятиях, либо отдельных лекциях для классов, для групп детских садов, на которые приходят наши инструкторы безопасности и рассказывают о том, как не потеряться, как правильно себя вести в той или иной ситуации, если вы один на улице, если вы один дома, если вы видите, что за вами кто-то идет и так далее. И рассказывают о том, что делать, если вдруг все-таки заблудился, потерялся, как правильно себя вести и не усугубить ситуацию. А скажите, пожалуйста, вот такие вот, я даже не знаю, как это правильно сказать, выезды в свет, да, в детские сады, в школы, они вообще находят отклик? То есть охотно ли вам идут навстречу в школах, детских садах воспитатели? Что говорят по этому поводу родители, ну и сами дети? Они вообще понимают вот это все? Ну, к нам как раз-таки за помощью в этом плане, за лекциями обращаются и родители, и классные руководители, или воспитатели, заведующие детских садов. Поэтому здесь не то, чтобы они идут навстречу, они даже скорее инициаторы этого. Они видят нас на каких-то мероприятиях. Из последних мы на выставке «Сквозь время», это выставка пожарной техники МЧС. Мы принимали участие, общались с детьми и родителями, они о нас узнают, берут номер телефона отряда и после этого просят нас прийти, чтобы мы рассказали, конечно, непосредственно в классе. Каждая школа так или иначе сталкивалась с пропажей того или иного ребенка, и, конечно, им не хочется допустить снова таких случаев. А скажите, пожалуйста, вот если говорить про пропажу детей, у нас есть какой-то портрет ребенка, который пропадает? Ну, вот, условно говоря, это ребенок из благополучных семей или неблагополучных семей. Его увел, поманил за собой какой-то незнакомец, или ребенок сам ушел. Вот как это вообще происходит? Это абсолютно любой ребенок. Здесь нельзя составить никакой портрет. Он может быть из благополучной семьи, может быть не из благополучной. Он может быть ребенком доверчивым, может быть и недоверчивым. Но, естественно, доверчивые дети, скажем так, больше в зоне риска.
попасться вот как раз-таки под влияние какого-то другого взрослого, либо даже другого ребенка, который может его увести куда-то. Поэтому составить портрет тут нельзя. У нас были разные случаи, абсолютно разные, но в последние 2 года, что не может не радовать, у нас не было случаев гибели детей от рук педофила. У нас были гибели детей только по их собственной неосторожности. Скажите, пожалуйста, вот уровень внимательности и осведомленности у простых жителей. Ну вот, условно говоря, насколько безразличны или не безразличны простые жители Башкирии? Ну, то есть вот идет один ребенок по улице, вот стоит на это обратить внимание, не стоит. Ну, то есть есть какие-то красные флаги, чтобы понять, что что-то идет не так, чтобы предотвратить беду в будущем простому человеку? Конечно, есть. Здесь на ум приходит сразу, это не Башкирия, это Костромская область, когда маленькую 5-летнюю Веронику на глазах у прохожих похитили 2 мужчин. Она кричала и вырывалась, но никто не отреагировал. И ребенок, к сожалению, погиб. У нас все-таки люди внимательные. И когда пропадает ребенок маленький, его находят достаточно быстро, и чаще всего бывает так, что его заметили прохожие и вызвали полицию, либо сами отвезли в отделение полиции. Бывают, конечно, люди, которые пропавшего ребенка ведут к себе домой, укладывают спать, кормят, купают и так далее, но это абсолютно неправильное, скажем так, действие. Вот, буквально зимой был у нас случай, наверное, вы тоже, Анна, слышали, когда пропал мальчик 10-летний, 9-летний, и его к себе домой увезла жительница Салаватского района. Причем увезла она его из Уфы. То есть что двигало ею в этот момент, мне абсолютно непонятно. Лично я считаю, что это все-таки нужно приравнивать к похищению или попытке похищения, потому что сама она не заявила о том, что она нашла ребенка. Это неправильное действие. Самое правильное действие в такой ситуации – это вызвать полицию туда, где вы нашли ребенка. И остаться на месте. И остаться на месте вместе с этим ребенком, чтобы, скажем так, передать сотрудникам полиции его и уже убедиться, что все хорошо. Если вы куда-либо уводите ребенка с этого места, это действие уже юридически можно трактовать по-разному. Поэтому нужно и о своей безопасности думать, да, в правовом плане, и о безопасности ребенка, ну и, конечно, о родителях, которые в этот момент, скорее всего, сходят с ума, рвут на себе волосы, бьются в истерике, потому что они не могут, ну и при этом бегают, ищут по всему городу, потому что пропажа ребенка – это страшная вещь. Да, слушайте, Олесь, а вот если с пропажей детей, да, вот более-менее разобрались, а если перейти к взрослым, там же уже все-таки это немножко по-другому работает. То есть, когда пропадает маленький ребенок, ты понимаешь, что вот он не пришел из школы, а вот прошло уже час, и ты начинаешь бить тревогу. А как быть с совершеннолетними гражданами, да? Когда понять, что вот он уже пропал, нужно бить тревогу, начинать его искать? Ну, там чаще всего по ситуации в любом случае понятно, если человек вышел в магазин за хлебом, в ближайший, да, вот я добегу до хлеба и сейчас приду и будем обедать, и его нет уже час-полтора, можно уже бить тревогу. Уже спустя час можно бить тревогу. А если это человек с каким-то серьезным заболеванием или принимает жизнеобеспечивающие препараты, или страдает какими-то расстройствами памяти, ментальными расстройствами. Если его нет 30 минут, час, то в этот момент уже нужно начинать. Лучше предварительно заявить в
112, обратиться в поисковые отряды. Пусть это не пригодится, и человек вернется, и вы просто позвоните, скажете: спасибо большое, помощь не нужна, он вернулся. Чем мы потеряем время, особенно в случаях, когда дело касается, опять же скажу, людей с проблемами здоровья, особенно с ментальными проблемами. А скажите, пожалуйста, вот вы выезжаете непосредственно на местность и начинаете поиски пропавших людей, да? Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то специфика, сложность поиска в Башкирии? Я не знаю, может быть, это рельеф, там, местность, да, территория. Какие сложности вот есть в нашем региональном аспекте? В нашем региональном аспекте это, да, конечно же, рельеф. Если на территории там, Уфимского района в лесу искать людей достаточно легко. Самое сложное, что может встретиться, это какие-то достаточно густые заросли и овраги. То если обратиться там к более южным, например, районам, да, или тот же вот недавно у нас был поиск в Абзелиловском районе, а там по дороге Белорец, а там рядом Учелинский район. Вот эти вот районы, они осложняются, да, как раз-таки рельефом, потому что иногда бывает уклон горы 50-60 градусов, и подняться, уже подняться, это как отдельная задача выполняется. Это достаточно сложно. Это требует физической подготовки все-таки. Не каждый человек сможет это сделать. Ну и второй момент, это, конечно, расстояние. То есть у нас до самых крайних точек республики нашей расстояние от Уфы порядка 5 часов. То есть мы очень много времени тратим на дорогу, а это за это время можно было бы уже как-то начинать искать и, возможно, уже даже найти и спасти и привезти домой. И третий момент, это, конечно, сейчас очень актуально становится и до осени, это наличие диких зверей. Ого. Да, но у нас были случаи, когда видели лис, волков издалека, скажем так. Медведей, слава богу, не видели вживую, только следы их присутствия, но тем не менее это все-таки наталкивает на мысли. И иногда, если поисковая группа идет в лесу и слышит где-то рев медведя, естественно, эту поисковую группу нужно выводить, потому что мы никак не можем рисковать людьми. И это тоже своего рода сложность. Но я думаю, что это практически в любом регионе, где есть леса и где есть достаточно вот такие, как у нас, крепкие густые леса, тем более заповедные. Я очень люблю нашу природу, я ее обожаю, я ей восхищаюсь всегда. Но вот во время поиска вот некоторые моменты, они осложняют, да. Слушайте, вот мы поговорили с вами, вы сказали про горы, уклоны, нужна физическая подготовка. А расскажите тогда, пожалуйста, поподробнее про людей, которые спасают. А как вы находите волонтеров? Волонтеры ли это? Получают ли они зарплату? Да? И какая есть у них подготовка? Любой ли желающий может присоединиться к вашему отряду? Вот осветите, пожалуйста, этот момент. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что мы все-таки не привыкли себя называть волонтерами, мы называем себя добровольцами. Потому что это красивое русское слово, от слов добро и воля, это замечательные слова, и с лексическим значением замечательно, поэтому нам больше нравится быть добровольцами, чем волонтерами. Хотя, конечно, допустимо и то, и то. Стать волонтером может абсолютно любой человек старше 18 лет, но бывает такое, что к нам приходят ребята 16-17 лет, хотят хоть как-то помогать. Мы им с согласия родителей, конечно же, обязательно с согласия родителей, мы им предлагаем помогать нам распространением информации. То есть делать репосты в социальных сетях на страницах различных групп, пабликов, для того, чтобы осветить ту информацию, что человек пропал. Будьте здоровы. Спасибо. И
М. А так стать любой может человек старше 18 лет, Ага, обязательно условия, то есть совершеннолетние. обязательно совершеннолетие. И физические данные для добровольцев нашего отряда абсолютно не важны, потому что у нас были случаи, когда и люди с инвалидностью, да, и люди с ограниченными возможностями здоровья были в отряде. То есть для каждого мы найдем задачу ему по силам. Каждому мы, скажем так, обеспечим тот фронт работ, на котором он сможет быть полезен и который будет как раз-таки ему по плечу и ему по душе. Ага, хорошо. А скажите, пожалуйста, как обстоит вопрос с финансированием? Потому что вот даже вы говорите, вот в Абзелиловский район ездили. Это же бензин, это же поесть, это же все равно упирается в деньги. Ну, только свои деньги. То есть какого-то финансирования у нас нет. Потому что отряд добровольческий, это добровольческие организации, они по умолчанию некоммерческие. И здесь вот так вот. По поводу питания, кстати, хочу сказать, что в какой бы муниципалитет мы ни приехали, нам всегда предлагают место для ночлега, если это вот действительно долго, да, затянется, либо большое расстояние до дома. И всегда, практически всегда кормят. Ну, то есть могут не покормить, если мы приехали ночью, все спят, там, например, да, какие-то вот административные службы. Но с утра обязательно там завтрак какой-то или еще что-то. У нас был поиск в Белорецком районе, это было года 3 назад, там пропал пожилой мужчина. Мы приехали туда в выходной, в этот выходной нам открыли школу для штаба, нам приготовили еды на 2 приема пищи на каждого. То есть подразумевалось, мы выехали с утра, что мы приехали, поели, и потом поели еще раз. Хотя там наготовили столько, что мы еще не только наелись 2 раза, но и еще и осталось. Тот же поиск, резонансный поиск был в Нижнем Ташбукане, это Гафурийский район, в 2020 году. Там поиск длился долгое время, 2 недели. И вот под штаб нам тоже выделили административное здание, оно в этой деревне единственное. Нам выделили административное здание под штаб. Там есть столовая, нас в ней кормили 3 раза в день, без ограничений горячий чай. То есть в этом плане у нас всегда все хорошо. Есть специальный и указ Радия Фаритовича о том, что муниципалитеты должны поддерживать поисково-спасательные отряды, когда они приезжают искать, и вот как раз-таки предоставлять помещение и питание. Но и до указа было точно так же. То есть голодными никогда никто не оставался. В крайнем случае было такое, что мы под вечер уже приезжали, какое-то время работали и писали просто в местных группах о том, что нужно людей покормить. И люди приносили там столько, что иногда приходилось уже даже отказываться. Поэтому голодными мы не остаемся. А смотрите, я вот правильно услышала вот указ Радия Хабирова, что в любом случае, что без указа, что с указом, административный ресурс, будь то, не знаю, там, МЧС, полиция, муниципалитеты, главы сел, они вам помогают. Да, указ как раз-таки касался только муниципалитетов, а по поводу МВД и МЧС есть указы федеральные, внутренние для этих ведомств. Но опять же скажу, что здесь все-таки ведомства и сами готовы, и сами идут навстречу и помогают, потому что надо понимать, что у них человеческий ресурс сильно ограничен. А у нас есть свои добровольцы, то есть постоянные члены отряда. Есть люди, которые периодически присоединяются. Есть возможность привлечь
еще людей, тех, которые даже, может быть, не были никогда на поисках, но могут чем-то помочь. Мы пишем призывы в социальных сетях, делаем какие-то рассылки, и люди приходят, помогают. Особенно если пропал ребенок, приходит очень много горожан, местных жителей, приходят помогать сами. То есть бывает, что направляют от той или иной организации, а здесь, как правило, они даже приходят самостоятельно, берут задачи, выполняют их и тем самым тоже помогают, не остаются в стороне. Олеся, у меня вот еще такой есть вопрос последний. Не могли бы вы рассказать, как происходит поиск? Ну, то есть, вот, допустим, у меня картинка, что вот люди вышли, растянулись там по полю, через каждые там 10-15 метров вот они идут волной. Как происходит поиск вот этот вот технически? Нет, так поиск не происходит никогда. Смотрите, поиск это что? Поиск это в первую очередь информация. Как говорится, чем меньше спрашиваешь, тем больше ходишь. Чем больше информации ты соберешь, тем точнее будут задачи. Поэтому в первую очередь прозваниваются родственники, прозваниваются профильные службы, то есть полиция, МЧС, если они там участвуют, Следственный комитет, если это ребенок и сразу там, в первый день или при необходимости. То есть ты собираешь информацию с родственников, друзей, знакомых, с тех, кто последний раз видел пропавшего. Собираешь информацию от разных служб и держишь с ними контакт. Если что-то меняется, должны знать все участники поиска. То есть у нас поступило свидетельство, что его видели 15 минут назад в магазине «Заря». Мы это свидетельство отрабатываем сами, и параллельно мы его передаем службам, чтобы они по своим каким-то ресурсам могли тоже либо подтвердить, либо опровергнуть. После сбора информации, только после этого объявляется выезд на поиск. На поиске уже непосредственно на ПСР, как мы это называем, поисково-спасательные работы, уже непосредственно при проведении поисково-спасательных работ все люди делятся на группы. Одной большой линейкой никто никогда не ходит. Все люди делятся на группы по 2-6-7 человек, в зависимости от того, какой сложности будут задачи и сколько народу в принципе пришло. И у каждой группы есть своя задача. Говоря о лесном поиске, например, первая группа получает задачу оконтурить озеро, то есть пройти по контуру озера, осмотреть заросли, осмотреть береговые линии, нет ли там следов присутствия пропавшего, или, возможно, сам пропавший там, да. Второй момент. Вторая группа получает, например, задачу отработать линейный ориентир. Линейные ориентиры – это дороги, тропинки, просеки, линии электропередач и так далее. То есть что-то протяженное. Отработать линейный ориентир совместно с работой на отклик. То есть они будут идти по какой-то определенной дороге или тропинке, периодически работать на отклик, то есть кричать, звать потеряшку пропавшего. И, естественно, осматривать все вокруг этой дороги. Если пропавший пошел по этой дороге, возможно, там останутся, ну, как минимум, следы, возможно, останутся какие-то вещи, возможно, что-то он потерял, возможно, он нарочно, специально сделал какие-то знаки, заметки для того, чтобы другие поняли, что он был здесь, либо для того, чтобы самому вернуться. Например, туристы таким занимаются, грибники. Вот. А третья группа, например, отправляется опрашивать жителей ближайшей деревни. Не видели ли они его? Если видели, когда видели, в чем он был одет, что он говорил, что он делал. То есть задачи могут быть абсолютно разноплановые. Поняла, и поэтому абсолютно разные люди, не обязательно с физической подготовкой, к вам приходят. Спасибо большое, Олеся. Я напомню, что у нас в эфире была Пышкина Олеся, руководитель добровольного поисково-спасательного отряда Башрегионспас, и мы говорили о том, как, ну, во-первых, не допустить, чтобы
где эти люди пропадали, во-вторых, что делать, если они пропали. Быстренько пробегусь по комментариям в YouTube, спрашивают у меня вопрос на сравнение, что людей не поручили убирать за собой, но, видимо, не научили, да, и потому они мусорят. То есть дома и в школе людей этому нужно обучать. Да, причем, мне кажется, даже уже не в школе, а дома. И по примеру своего 2-летнего сына, мы уже за ним ходим, говорим, убери игрушки, не мусори. Это работает, мне кажется, вот в таком маленьком возрасте. И пишут, чинушам нужно подконтрольное, послушное, безмолвное стадо. Ну, каждому что-то нужно. Целяви. Я напомню, что вы смотрели на YouTube эфир «Аспектов республики». Анна Янина у микрофона, Никита Полянин отвечал за техническую часть. Оставайтесь с нами. Всего хорошего, до свидания.